эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о темах вечернего выпуска. Глава республики Николаев провел личный прием граждан. В Якутске запустят новую сеть маршрутных автобусов. Капитальный ремонт 14 объектов здравоохранения проведут в Нерюнгри. Правительственная группа провела отчет в Мурбайском наследии. Северный деликатес презентовали на дипломатических играх в Москве. В городе Мирный завершены аварийно-восстановительные работы по устранению дефекта. Ведется заполнение магистральной теплосети и запуск котельной. Аварийная остановка на котельной «Северо-Восточная» произошла сегодня. Под ограничение подпали административное здание Мирнинско-Нюрбинского горно-обогатительного комбината, здание полиции и Мирнинского авиапредприятия. Как сообщили в пресс-службе регионального МинЖКХ, остановка произошла по причине образовавшегося дефекта в магистральной теплосети. Прокуратура города Мирного организовала проверку. Семье участника специальной военной операции построят новый дом вместо сгоревшего. Об этом сегодня в ходе приема граждан главе региона Айсену Николаеву доложил руководитель исполкома Якутского отделения партии Руслан Платонов. 12 февраля в микрорайоне Марха без крова и документов осталась семья военнослужащего Валерия Маякунова. Его супруга и двое детей едва спаслись от огня. В одночасье Маякуновы лишились дома, гаража, автомобиля и всех вещей. Сейчас глава семьи находится на передовой в зоне проведения СВО. В свою очередь глава республики дал ряд поручений по оказанию дополнительной помощи. Помимо этого, в приемной партии выслушали несколько насущных вопросов, связанных со здравоохранением и обеспечением мобилизованных. Обратилась в приемную «Единой России» по просьбе ребят, мобилизованных из Якутска. Они очень просили, чтобы республика или город помогли с санитарной машиной. И на сегодняшний день, насколько я информирована, машину приобрели. И уже водитель со Ставрополя переезжает в Ростов. Я, конечно, очень тронута. Огромная благодарность всем, кто в этом был задействован. Якутия привлекла инвесторов для строительства крупного гостиничного комплекса. Проект будет реализован под национальным брендом «Космос». Корпорация «Туризм РФ», «Космос Отель Групп» и управляющая компания «Центр» подписали договор об участии в компании «Центр», которая займется строительством гостиничного комплекса категории 4 звезды. Он расположится в центре Якутска, рядом со старым городом на улице Чернышевского. 12-этажная свечка вместит 150 номеров разных категорий, ресторан, фитнес-зал, помещения для деловых встреч и мероприятий. Территория рядом с гостиницей будет благоустроена. Предусмотрена парковка для автотранспорта. В 16 филиалах ГУП ЖКХ республики модернизируют свыше 92 километров инженерных сетей. Об этом рассказал генеральный директор Виталий Чикачев. На эти цели будет выделено более 760 миллионов рублей, остальные 266 миллионов – собственные средства ГУП ЖКХ. Мероприятия будут реализованы в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. Капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей в течение первых 2 лет предстоит в 16 районах республики. По итогам ожидается улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 7 тысяч человек, а также снижение аварийности на тепломагистралях до 13%. В Якутске внедрят новую сеть автобусных маршрутов. Схему движения общественного транспорта разделят на 3 группы и закупят новые автобусы. Пересадки между пригородными и городскими автобусами станут удобнее. О том, какие именно нововведения будут и когда их ждать, расскажет Светлана Амосова. Существующие маршруты, которые формировались исторически, не успевают за довольно динамичным развитием города. Население растет, появляются новые микрорайоны. Поэтому в прошлом году окружной администрацией Якутска было принято решение о масштабной транспортной реформе. Мы изучили
опыт городов, которые уже приступил к транспортной реформе, там Новокузнецк, Пермь, там, Ижевск и так далее. Таких городов на самом деле довольно много. И изучили в том числе негативный опыт, который был при недостаточной подготовке к проведению транспортной реформы. Перед началом глобальных изменений специалисты проводят научно-исследовательскую работу. Тщательно изучают пассажиропоток, собирают предложения от горожан и экспертов. Проект маршрутной сети предполагает 4 типа маршрутов: магистральные, городские, подвозящие и пригородные. Магистральные будут обслуживать без пересадок самые большие транспортные потоки. Время работы будет продлено с 5 утра до 23 вечера. Интервалы в часы пик не более 10 минут. Городские будут обеспечивать охват всей территории города. Часы работы с 6 утра до 10 вечера. Интервалы в часы пик не более 20 минут. Подвозящие будут работать на малозагруженных направлениях. Их целью является обеспечение связи с социальными объектами. Они будут работать с 6 до 8 вечера. Интервалы в часы пик не более 30 минут. Пригородные связывают пригородные территории с транспортно-пересадочными узлами в Якутске. Работают с 6 до 10 вечера. Ходят по расписанию. Таким образом, передвигаться на общественном транспорте по городу и пригороду станет в разы быстрее и удобнее. Планируется создание транспортно-пересадочных узлов, медцентр, аэропорт и 202 микрорайон, где можно будет продолжить поездку на других маршрутах в разные точки города. Для улучшения охвата транспортом и уменьшения времени задержек в пути некоторые маршруты будут направлены в обход крупных трасс. Например, путь от микрорайона Ильинка до улицы Богдана Чижика займет на 10 минут меньше. Если будет удобно, тогда я не против, в принципе. Но чтобы, главное, быстро ходили, чаще. Наверное, хорошо, учитывая, что некоторые маршруты, там, 17, например, ездить через каждые 5 минут, то тройка, наверное, через каждые 30 минут. В такой холод это вообще ужас. Пересадки по транспортной карте в течение часа станут бесплатными, а тарифная система проще. Еще одно из самых важных нововведений. Общественный транспорт будет работать весь день. Сейчас в Якутске после 8 часов вечера сложно воспользоваться автобусом, поскольку основные маршруты прекращают свою работу. Но в новой сети основные маршруты будут работать до 11 часов вечера. Также планируется дополнительное обновление автобусного парка. В этом году будет закуплено около 75 единиц техники. Полностью спишут с маршрутов автобусы малого класса. Но глобальные изменения начнут внедряться только с весны 2024 года. Сейчас пока ведется активная подготовка и изучение маршрутов. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. В Нерингре капитальный ремонт будет сделан на 14 объектах здравоохранения. В ходе командировки в Нерингринский район Айсан Николаев проверил реализацию стратегии развития сферы здравоохранения. Глава республики посетил объекты Центральной районной больницы и поставил задачи по капитальному ремонту. Работы пройдут в этом году в 3 отделениях. Еще на 11 объектах здравоохранения капитальный ремонт будет проведен до первого квартала 2024 года. На это планируется привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты, которые выделяются на развитие 25 дальневосточных городов по поручению главы государства Владимира Путина. На сегодняшний день у нас ПСД готово на 3 объекта. Уже мы освободили женскую консультацию, и подрядчики уже заехали, и вот на днях буквально начинается ремонт. Дальше у нас объект это Б, это смешанное отделение, оториноларингологическое отделение и КВД. Дальше у нас 14 объектов готовится техническое задание, ну и во время 2023-2024 года начнутся работы уже. В поселке Жатай построят школу на 360 мест. Об этом сообщил глава Минтранса Якутии Владимир Сивцев. Школа будет построена в рамках инвестиционной программы региона. Строительство соцобъекта планируют завершить до конца текущего года. Также в Жатае на федеральные средства должны построить общежитие на 200 мест и многоквартирный дом по улице Северная. Молокозавод «Новый совхоз» поселка Арылах Мирницкого района планирует изготавливать полутвердые сыры. Более 20 лет со дня основания предприятие производит 9 наименований молочной продукции. Сегодня на предприятии работают молочно-товарная ферма, доильный зал, кормоцех и родильное отделение. Напомним, в 2019 году «Новый совхоз» был передан в республиканский баланс. Тем самым он находится на пристальном внимании республики.
Сегодня в совхозе средние показатели надоев выше, чем в республике. За этим стоит племенная работа. В сутки на данный момент у нас приходит 2 тонны 600 литров молока. И все это молоко мы производим за смену. У нас технология по нашей продукции вообще не изменилась, все так же и осталось. В будущем мы хотим произвести сыры полутвердые, мягкие. Но на мягкие не очень, спрос такой большой, но для ассортимента можно. Надеемся, в этом году мы выпустим наш сыр. С прошлого года у нас идут ремонтные работы. Очередное мошенничество с почти счастливым концом. Жертвой преступников стал 70-летний научный сотрудник. К сожалению, он лишился 255 тысяч рублей, которые успел взять в кредит. Но мог бы потерять еще больше, если бы не бдительные сотрудники банка. Тему продолжит Валерия Наумова. Данная история мошенничества стара как мир. Дистанционные аферисты позвонили мужчине и уговорили его взять кредит в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Ученый покорно их выслушал и убедился, что нужно переводить свои сбережения на безопасные счета. Но все было не так просто. Пожилой мужчина, оформив кредит, покорно отправился к банкомату, чтобы перевести деньги на указанный счет. В отделении банка его приметила сотрудница и заподозрила неладное. Она попыталась остановить мужчину от роковой ошибки и позвала на помощь своего руководителя Елену Геннадьевну. В банкоматной зоне 24/7 пожилой мужчина нервно себя ведет и пытается пополнить значительную сумму на банковский счет. То есть после этого я быстро же отреагировала, подошла к клиенту, спросила у него, то есть уточняющие вопросы, на которые он отмахивался, да, то есть он не выходил на контакт, поэтому пришлось даже, я, конечно, потом извинилась, повысить как-то голос, отодвинуть уже, да, и уже в момент зачисления денежных средств успела, я уже поняла, что это мошеннические действия, и успела нажать на кнопку «Завершить», отклонить операцию. Далее банковские сотрудники разъяснили доверчивому мужчине, что это были аферисты, и отправили его в отделение полиции, где он написал заявление, после чего было возбуждено уголовное дело. Ежедневно якутяне теряют деньги, доверившись мошенникам. Сотрудники полиции отмечают самые распространенные схемы. На первом месте это звонок от якобы сотрудника банка, как в этом случае. На втором месте это объявление на известных платформах купли-продажи. Лжепокупатель откликается на объявление и просит оплатить доставку в другой город. Да, также еще вот самое топ-3, да, это известно инвестиции. Но тут в основном пострадавшие сами как бы виноваты, да? То, что переходят, опять же, непроверенным сайтом, смотрят рекламу, через социальные сети смотрят и попадаются на уловки мошенников. Чтобы не попасться на крючок недобросовестных граждан, нужно соблюдать 3 правила. Не сообщайте цифры на обороте вашей карты и коды, которые приходят в СМС. При малейших сомнениях кладите трубку. Далее, если абонент вас торопит, агрессирует или давит на жалость, тоже кладите трубку. Следуйте этим советам, и никаким мошенникам вас не обмануть. Валерия Наумова, Иван Семенов, Джулустан Иннокентьев, Артем Алексеев, Якутск. Отчет правительства состоялся в Мурбайском наследии сегодня. Туда отправилась группа во главе с замминистра образования и науки республики Владимиром Тихоновым. Сначала делегация посетила село Северная Нюя. Уже традиционно после отчета делегации сельчане смогли обратиться к правительству с волнующими вопросами. Среди них на первом месте стоял вопрос оттока населения из Наслега. Причины тому – отсутствие доступного образования. В селе нет ни школы, ни детского сада. Еще один важный вопрос – это строительство фельдшерско-акушерского пункта и привлечение в село медицинского специалиста. Также жители задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного и ветхого жилья, вопросы транспортного сообщения. В завершении встречи сельчане поблагодарили правительство за строительство моста через реку Нюя, оптоволоконную линию интернета в селе, за строительство котельной и детских и спортивных площадок. Также стоит вопрос по КСК.
либо по зданию клуба, по строительству, в связи с тем, что здание клуба у нас тоже аварийное. И эти проблемы, они задаются, вопросы из года в год. К сожалению, решаются очень долго и сложно, поэтому они и ставятся, эти вопросы. Также жители задавали вопросы о некачественной связи МТС, которые просили, чтобы было улучшение. В субботу якутский боксер Василий Егоров стал победителем международного турнира по боксу в Марокко. А тем временем другой представитель боксерской фамилии Егоровых, Петр, готовится к очередному бою, но только на профессиональном ринге. О том, как воспитанник якутской школы бокса дошел до статуса боксера-профи, смотрите в следующем сюжете. Финальный бой весовой категории до 75 килограммов. Здесь встречаются в красном углу ринга Петр Егоров, кандидат мастера спорта из Мегино-Кангаласского улуса, и его соперник в синем углу Максим Сукаленов, кандидат мастера спорта из Алдана. В истории спорта Якутии свое имя Петр Егоров уже вписал как рекордсмен по количеству званий чемпиона республики по боксу. Их у него 11. Не ограничившись этим, Петр решил попробовать свои силы на профессиональном ринге. И ради этого он в 2019 году переехал в Санкт-Петербург. И уже 8 февраля 2020 года Петр Егоров получил лицензию профессионального боксера Федерации бокса России. Алексей Михайлович Шелцукин есть такой тренер. Там профессионал. По профессионалам выступал в тяжелой весовой категории, чемпион России. И он мне предложил по профи выступать. Когда я только приехал, я весил 106 килограмм. Раньше в супер тяжелой весовой категории выступал. Потом начал двигаться, тренироваться. Потом пришел в этот зал, под Fight Фабрика. Начал тренироваться на этом зале 2020 года, с ноября месяца, под руководством заслуженного тренера Геннадия Юрьевича Мощанова. Свой дебютный бой на профессиональном ринге Петр провел летом прошлого года в Сочи. Соперником якутского бойца стал Игорь Вельчицкий, имеющий в своем активе 4 победы. Бой прошел в первом тяжелом весе по формуле 4 раунда по 3 минуты. К сожалению, для якутского боксера дебют не сложился. Во время боя в втором раунде я большой палец сломал левой руки. И в итоге после 4 раундов по очкам с раздельным решением судьи проиграл бой. Он раньше до меня провел 7 боев в профессиональном ринге. Получилось так. Я думал, выиграю, но я думаю, в связи с травмой и немножко профессиональный бокс отличается от любительского бокса, и немножко опыта не хватило. Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, говоря о своем товарище по клубу Fight Фабрика Петре Егорове, подчеркнул, что в профессиональном боксе многое зависит не только от боксера. Да, здесь очень важна команда, здесь очень важна поддержка, хороший менеджер, хороший тренер, промоутер. Все это в совокупности дает результат. Воспитанник якутского бокса Петр Егоров своим мастерством, профессиональным отношением к любимому виду спорта доказал право тренироваться вместе с лучшим боксером мира 2022 года и стал полноправным членом ведущего боксерского клуба Санкт-Петербурга. Как и многие якутские боксеры, с характером, да, то есть он не сдается в ринге, он характерный, он трудолюбивый, он заряженный, хочет добиться чего-то в этом виде спорта. Я желаю ему только успехов. Первопроходцам всегда непросто, но, как гласит крылатое латинское выражение «per aspera et astra» – через тернии к звездам, к далекой цели приходишь, преодолевая трудности. Воспитанник якутского бокса Петр Егоров, несмотря на все тяготы и лишения, готов идти к заветной мечте. Легенда мирового бокса Мухаммед Али в свое время сказал: «Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное – возможно». Власий Сергеев, Родион Кривогорницын, Игорь Евдокимов, Санкт-Петербург, Якутск. Несколько мастер-классов алданским пловцам дал мастер спорта СССР по плаванию Валерий Шевелев. Как оценил подготовку и технику юных спортсменов гость, узнали наши коллеги.
В спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» у юных спортсменов необычная тренировка. Выполнять упражнения они учатся под руководством мастера спорта Советского Союза по плаванию, заслуженного тренера России Валерия Шевелева. Главной целью визита стало установление контакта для совместной работы на перспективу. Мы практически и собрались здесь вместе, чтобы каким-то образом совместно обсудить не только то, что сейчас происходит, а так, чтобы вывести ребят на другой уровень результатов, чтобы они были успешными. И в связи с этим, конечно, вот эти так называемая совместная работа и встречи, ну и тренировочные сессии, они будут организованы. В Алдане мастер спорта по плаванию работал 4 дня. Визит открыла встреча почетного гостя с юными спортсменами и их наставниками. Валерий Петрович рассказал о практических задачах подготовки пловцов. Для алданцев беседа стала интересной и познавательной. Он нам придаст новый толчок в развитии плавания. У нас есть ребята, которые хотят достичь результатов, и у нас уже скоро сейчас соревнования будут. Республиканские, которые отбираются дети на Дальний Восток, после этого на Россию. Практическая часть тренировочных мероприятий проходила и на суше, и на воде. Тренер обратил внимание как на технику плавания в целом и соблюдение спортсменами основных принципов спортивного плавания, так и на заинтересованность ребят. У детей есть желание очень качественно, ответственно заниматься спортивным плаванием. Ну, я имею 2-й спортивный разряд, цели еще есть. И есть к чему стремиться, так что продолжаем заниматься. Наверное, изначально победить на республике, а на данный момент только призер. После капитального ремонта бассейн вновь принял спортсменов и поклонников плавания 3 года назад. «Энергетик» пользуется популярностью не только у любителей активного отдыха. Численность секции спортивного плавания увеличилась в разы. Многие дети и подростки сегодня занимаются спортом очень серьезно. У меня старший брат занимался плаванием, и когда бассейн открыли, мама начала собирать его на тренировку. И меня мама просто спросила, хочешь ли ты заниматься плаванием? Я сказала, что да, хочу. Получается, пришла, и как-то все начало хорошо получаться, и все, мне очень понравилось. Тренировки гость провел во всех возрастных группах по спортивному плаванию. В ходе мастер-классов будущие чемпионы освоили для себя массу нового. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Спектакль «Раскольникове» показал мирнинцам якутский ТЮЗ. Музыка, свет, костюмы, игра актеров – все погрузило публику в темное царство подсознания убийцы Раскольникова. Спектакль побудил зрителей на размышления о нравственной природе человека, праведности, милосердии и других вечных вопросах. Показать свои способности мирнинские актеры смогут в конце июня. Отправиться в Якутск с ответным визитом на закрытие сезона. Какие именно постановки войдут в программу, театр еще не решил. Это очень важный момент гастролей, таких вот, то, что по республике театры начинают больше гастролировать, потому что есть возможность посмотреть, как работают другие театры. Это не только просто удовольствие, да, разнообразие, чтобы зритель просто посмотрел и отдохнул, а именно воспитание эстетического вкуса. И очень важный момент и для зрителей, и для актеров самого театра тоже узнать, как работают другие театры, на каком уровне. Салат индигирка покорил иностранцев. Северный деликатес презентовали во время 21-х зимних дипломатических игр в Москве. В рамках спортивных соревнований гостей и участников знакомили с кухней арктических народов. Якутию представила чета Николая и Валерия Атласовых. Подробности у Максима Кардозу. Зимние дипломатические игры прошли в 21 раз. Их организатором является МИД России, а участники – это сотрудники различных посольств. В этом году свои команды представили 25 стран. Они соревновались за победу в хоккее, мини-футболе и других видах. Спорт – это, конечно, хорошо и интересно, но для многих главным событием все-таки стал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Сюда приехали различные северные регионы нашей страны. Посмотрите, привезли свои деликатесы, готовят прямо на открытом воздухе. Здравствуйте, подскажите, откуда вы и что вы готовите? Мы из Мурманска, Териберка. Готовим заебуриху, рагу из трески, тушеная треска с картофелем и овощами. Поморское блюдо, бомбическое, посмотрите сами. Якутия тоже удивляла. Николай и Валерия Атласовы привезли в Москву замороженную рыбу. Мы будем угощать обязательно индигиркой салатом, да? То, что у нас это самый лучший салат, это наш бренд, а также строганина
из Нельмы будут, а также икра будет сиговая наша, которая сейчас покоряет сердца наших россиян. Вы знаете, сколько раз была в Якутии, и каждый раз сразу бежала и говорила: мне индигирку. И строганину, конечно, тоже. Если в ресторанах есть где-то, я обязательно заказываю. Прерывный ресторан какой-то, и сразу спрашиваю. Но индигирка вряд ли, поэтому это исключительно якутское все-таки блюдо. Якутская индигирка стала настоящим открытием и для иностранных послов. Такого необычного блюда они еще никогда не пробовали. И у многих из них даже появилось желание приехать в Якутию, чтобы увидеть родину такого необычного салата. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Виктор Олесов, Московская область. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.